Сегодня в республике начинаются Дни народного здоровья. Программа очень насыщенная, вплоть до 24 мая. Поговорим об этом подробнее. Вместе с нами главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по медицинской профилактике Сара Ахтямова. Сара Хайдаровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, проверяем свое здоровье в эти дни? Да. Проверяем, следим, мониторим. Ну и главная задача, что у нас? Профилактика, конечно. Да, обращаем внимание как раз населения на собственное здоровье. Что нужно делать для того, чтобы сохранить, укрепить, восстановить свое здоровье. Что такое Дни народного здоровья? Дни народного здоровья, такая акция проходит у нас, уже стала традицией, скажем так, ежегодно проходит. В этом году 20 по 24 мая, но всегда в конце мая проводится. И вся неделя, в принципе, программа очень большая. Вот сегодня, допустим, 20 мая, первый день, на стадионе «Динамо» будет футбольный матч между командами врачей-хирургов и между пациентами, которым проведена операция пересадка сердца. Ничего себе. Представляешь, да, какие результаты? Это трогательное зрелище. Я сама была неоднократно смотрела, да. Вот сегодня, кстати, можно будет в 3 часа прийти и поболеть за командой. А завтра, если уж пройдемся по дням, да, завтра, 21 числа, будет кардиодесант Кушнаренковский район. Каждый год этот кардиодесант у нас бывает различные районы. В этом году Кушнаренково. Во главе с главным штатным специалистом-кардиологом. Участники акции передадут флаг здоровья кушнаренковцам. И, естественно, будет грандиозный праздник. Это и зарядка, с утра зарядка, потом консультация кардиологов. Также можно будет получить памятки, буклеты по профилактической направленности. И будет состоиться школа для больных с артериальной гипертонией. Насыщенная такая достаточно программа. Да, целый день. И это будет 21-22 числа. В Учелинском районе будет акция «Мобильный кардиолог», то есть с участием передвижного центра здоровья, и сотрудники Республиканского кардиоцентра также примут участие. Можно записаться через участкового терапевта или через участкового фельдшера, чтобы попасть к кардиологам. Уфа, Кушнаренковский район, Учелинский район задействованы. Ну, 23 числа это мероприятия будут для врачей. Сообщество кардиологов примет участие на Всероссийском конгрессе генетики сердца. Кстати, в этот же день распахнет свои двери поликлиника Республиканского кардиоцентра для работающего населения. С 18 до 20 часов можно пройти консультацию кардиолога, сделать кардиограмму. Это вот такой день. И опять вообще, же, всем бесплатно нужно записаться наверняка, да? Да, можно пройти в этот день с 18 до 20 часов. Вообще, дни открытых дверей пройдут на этой неделе во всех медицинских организациях, потому что принимают участие все медицинские организации в акции. Конечно, инициатором проведения является Республиканский кардиоцентр под руководством Минздрава, но принимать участие все медицинские организации. И школы будут проходить, и дни открытых дверей будут проходить, и работа в центрах здоровья. И если коснемся последнего, заключительный день, скажем так, 24 мая, тут состоится праздник для жителей и гостей столицы города Уфы. В этом году праздник пройдет в сад имени Аксакова. Здесь будет, с чего начинается, скажем так, скрининг артериальной гипертонии, измерение артериального давления. Здесь будет целая аллея для измерения артериального давления. Так, это в пятницу все? Это в пятницу. Сад Аксакова. Сад Аксакова, Он же еще такой красивый, да, стал? Красивый. Так на свежем воздухе все должно происходить. Это же по определению так должно. Итак, значит, в пятницу всех жителей, гостей столицы мы приглашаем туда. Измерение артериального давления. Измерение артериального давления. Там будет еще площадка здорового питания. То есть можно будет ознакомиться с правилами, основными принципами здорового питания. Можно сдать донорскую кровь. Республиканская станция переливания крови, передвижной модуль будет стоять там. А также будут концерт, творческие коллективы будут выступать, мастер-классы для детей, спортивные состязания также будут. Так, как бы кого не забыть. И еще площадка будет, где будет выездная работа центров здоровья, где можно пройти основной скрининг показателей здоровья, а также работа стоматологических поликлиник по уходу, гигиене полости рта, скажем так, обучение. Ежегодно у нас работает салон оптики, муниципальное предприятие «Оптика 350». Они всегда пользуются успехом, всегда у них очередь, можно подобрать бесплатно очки. Классно. Еще кто у нас? Также будет работа психотерапевтического центра.
Можно будет получить консультацию психолога или психотерапевта. И, наконец, наша площадка, там будут уже викторина за ЗОЖ, то есть, ответив правильно на какие-то вопросы, можно получить приз, яблоко, символ здорового образа жизни. Да, ну вот пятница, казалось бы, да, рабочий день, но акция Дни народного здоровья, она ежегодная. Жители Уфы, гости Уфы уже наверняка знают об этом. Вот, например, по сравнению с прошлым годом, если назвать цифру, какое количество гостей посетило это событие, именно вот в саду, то, что планируется в саду Аксакова? Отчет, конечно, мы сдаем ежегодно, сколько посетило. Все центры здоровья как бы ведут такой учет. Много людей? Много приходит обычно людей, несмотря на то, что рабочее время проходит, ну, до 6 часов мы бываем обычно. Ну, и люди пенсионного возраста приходят, и молодежь приходит, и студенты бывают. Все-таки находят время, приходят. Нельзя не обратить внимание на то, что программа насыщенная, но помимо именно медицинского направления, да, событий, там еще и концерты, викторины, да, такое ощущение. Непонятно, что вы все-таки в большей степени хотите развлечь ваших гостей вашего мероприятия? Вообще цель любой акции, акции Дня народного здоровья, чтобы обратить внимание каждого человека на собственное здоровье. Прежде всего, сам человек отвечает за свое здоровье. Да, доктор поможет нам выйти из критической ситуации, но доктор не проживет за нас нашу жизнь. Поэтому каждый должен задуматься о том, что я делаю для того, чтобы сохранить свое здоровье, какой кирпичик я вкладываю каждый день. Понимаете? Вот об этом речь. Поэтому нужно, мы еще раз напоминаем просто на акции, что нужно прийти на диспансеризацию, медицинскую организацию совершенно бесплатно, 1 раз в год. Мы можем пройти диспансеризацию для того, чтобы успокоить, что у меня все нормально со здоровьем. Или что-то выявили, работать с факторами риска. Потому что на диспансеризации выявляются именно факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, сахарный диабет, заболевания органов дыхания. Эти заболевания на начальных стадиях протекают бессимптомно. Мы даже не знаем, что у нас артериальное давление или сахарный диабет. Жажда может быть, но человек не обращает внимания. А на диспансеризации это выявляется. Именно эта группа заболеваний составляет 75% смертности населения. Поэтому для нас это очень актуально. И мы напоминаем нашему населению, что еще раз нужно заботиться о своем здоровье. И приумножать его, да? Да. Мне нравится вот это нововведение, но вы мне исправьте, может быть, это не нововведение, о том, что инициатором прохождения диспансеризации может быть работодатель. Да, с этого года можно проходить диспансеризацию не только по месту жительства, и по месту работы. В этом случае уже инициатором проведения диспансеризации является не сам работник, а работодатель. Как они договариваются, мы называем иная медицинская организация, не по месту прикрепления. И эти люди могут пройти диспансеризацию по месту работы. Работодатель договаривается с поликлиникой, условно, которая находится возле места работы. Значит, собирает всех коллег в один день или уж там как получится. Кстати, очень удобно, да? Да, и работники идут, проходят обследование. Мне кажется, любой дальновидный, скажем так, работодатель, здравомыслящий, да, он, конечно же, заинтересован, чтобы сотрудники его были здоровы, но тем более, если можно централизованно это сделать, работодатели берите на вооружение, мне кажется, обязательно нужно воспользоваться опцией такой. Вот для кого-то жена, да, мотиватор для прохождения. Мне кажется, женщины больше заботятся. Ну, говорят, работа и коллеги – это вторая семья. Поэтому. Вот, да, для кого-то это будет работодатель. Вообще хочу сказать, что работающее население мало уделяет внимание своему здоровью. В основном, понимаете, им некогда, хотя и не выделяются. Да. Бесплатно работодатель должен дать. Ну, как-то так. Ну, для этого проходят такие замечательные мероприятия. Я бы вообще назвал это фестивалем здоровья. Дни народного здоровья проходят в Уфе до 24-го. Все верно? Да. Каждый день интересная программа, причем по всей Башкирии практически. Да, на экране вы сейчас видите QR-код, который можно отсканировать, чтобы ознакомиться с подробной программой, чтобы записаться, чтобы узнать, как попасть к тем или иным специалистам в эти дни. Мы благодарим вас за информацию, всем причастным к организации этого замечательного праздника, этого замечательного события в Башкортостане. От нас огромный привет.